Кто такой чеченец? И почему само его имя вызывает реакцию даже у тех, кто никогда его не знал? Вы задумывались, почему, когда произносится слово «чеченец», в людях что-то дергается? Будто кто-то внутри напрягается, будто память просыпается, хотя сам человек мог никогда не встречать чеченца, не воевать с ним, не говорить. Но слышит и напрягается. Почему? Это не магия, это не миф. Это коллективная память. Память о том, что в истории был народ, который не покорился. Когда покорялись все, он стоял. Когда армии проходили через континенты, он шел в горы и воевал. И вот сейчас ты слушаешь меня. И, возможно, думаешь, он возвышает чеченцев. Вот видишь, ты даже не дослушал до конца, а уже чувствуешь. Уже напрягся, потому что в каждом слове ты слышишь что-то острое, как будто тебя укололи. Но это не гордость, это не национализм, это факт. И чтобы понять, почему сегодня имя чеченец вызывает уважение и тревогу, нужно смотреть не на слухи, а на факты. 14 век. Тамерлан, один из самых могущественных полководцев мира, прошел Индию, Багдад, Самарканд, покорял народы тысячами. Но в Чечне его ждала не армия, его ждали леса, засады и удары из ниоткуда. Чеченцы вели не открытую войну, они били скрытно. Удар исчез. Так много, так точно, что Тамерлан отступил. И это факт. Его войско повернуло назад, потому что сломать не смог. 19 век. Ермолов. Царская армия шла через Кавказ. Ермолов — генерал, которому дали полную власть. Он жег села, он вешал мужчин. Он писал: для управления этим народом нужна одна мера — страх. Он понимал, здесь не работает сила, здесь другое. Во время одной из карательных операций солдаты потребовали отдать женщин. Старик вышел вперед и сказал: через наши трупы, даже если вы подойдете, они будут мертвы. Это не легенда, это черта, когда честь важнее жизни, когда женщина неприкасаема. И в этом суть чеченца. 1944 год. Сталин. Весь народ, чеченцы и ингуши, был объявлен предателями и сослан. Не за восстание, не за войну. За то, что были чеченцами. За то, что не подчинились. Сталин боялся. Потому что понимал, если их оставить, они не станут покорными. Поезда, снег, смерть. Множество погибло в пути. Но те, кто выжил, вернулись. Без писем покорности, без просьб о пощаде. И снова начали жить. С нуля. Без жалоб. 90-е. Первая и Вторая чеченские войны. Россия. Танки, авиация, спецназ. Чечня. Горы, город, дух. Солдаты заходили в Грозный и исчезали. Радиоперехваты сохранились до сих пор. Там голос бойца. Они везде. Мы не видим их. Помогите. Это не художественный фильм. Это архив. Когда дошло до Хасавюртовского соглашения, подписания мира, стороны встретились на нейтральной территории. Чеченская делегация вошла твердо, без крика, без угроз. По их требованию Борис Ельцин встал и сел напротив чеченского представителя. Это был не страх, это было признание. Чеченцы пришли не как побежденные, а как равные. И договор был подписан. Факт. Исторически зафиксированный. Но важно понять главное. Чеченец не нападающий, он защитник. Он не строит империи, он не захватывает чужое. Но если ты придешь к нему, он не уступит. Ты можешь его убить, но сломать невозможно. Теперь честно, без возвышения, без унижения других. У каждого народа своя черта. У одних терпение, у других торговля, у третьих хитрость. Это не обида, это наблюдение. Чеченцу досталась черта, которую трудно объяснить. Он не всегда прав, он может ошибаться. Но когда ты переступаешь грань, он не отступает. Не потому, что хочет драки, а потому что иначе не может. Вот почему сегодня имя чеченец передается из поколения в поколение с тревогой и уважением. Даже если человек никогда не встречал чеченца, он чувствует это имя. Потому что в прошлом кто-то из его предков уже столкнулся, и это чувство осталось в крови. Не потому, что чеченцы сильнее, а потому, что никогда не были рабами. In Chechnya, freedom isn't a dream, it's the fire running through our blood. In Chechnya, we don't bow.